Тот, кто любит читать, тот, кто любит читать, может столько увидеть и столько узнать, может узнать. Здравствуйте, меня зовут Исмаил Аклай. Я учусь во 2 классе имени Фаиза Джапаревич Нушанова. Эта книга называется «Медвежонок Миша». Я его прочитала. Автор Первинтер Эстерлиган. Это горячо. И также я нарисовала рисунок, где там медвежонок Миша и Шрея. Медвежонок Миша взяла руку у Шреи, и у Шреи было красное пятна, и медвежонок Миша подошел к девочке и побрызгала холодной водой. У Шреи сегодня день рождения. Она приглашала на дом своих друзей. Дедушка сказал, через 10 минут твои друзья придут. Выздохнула Шрея. Эх, через 10 минут это так много. Она нетерпелива была, когда у него придет друзья. Она прыгала один ногой на другую. Тапочки болтались. Чуть позже Шрея услышала звонок. Дедушка пошел открывать. А там у него друзья Амир, Лавра, Зибек, Мо и, конечно же, медвежонок Миша. Шрея очень обрадовалась. Конечно же, она же ждала своих друзей. Были подарки, были игры, были танцы, смех, были песни, смех и танцы. Девочки играли, смеялись, танцевали, были много-много подарков, а потом они проголодались. Кто хочет блины? Сказал дед. Все дети играли, подняли руки. Они же голодные были. Через 10 минут через 10 минут будет готовым. Нужно быть терпеливым. Снова позвонили в дверь. Дедушка помыла руки и пошел открывать в прихожую. И сказал дед, я приготовила тесто. Когда я вернусь, и потом испечу блинчики для вас. И пошел. На кухне стало тихо. Шрея капризно надула губы. Я не хочу ждать. Я голодна. И я хочу вкусные блинчики. Я испеку. Это моя вечеринка. Она капризнала. Шрея забралась на стул, включила печку и положила сковороду и налила тесто. Шрея собиралась испечить свой блинчики, но она хотела, как настоящий повар перевернуть блинчики. Но блин выскользнулась из сковородки и упал на руку Шреи. Ой-ой-ой, горячо, мне больно. Она сперва закричала а потом заплакала. Медвежонок Миша быстро пришел к девочке и взяла руку и поставила на холодную воду. Ты
Наша кожа не любит жару, объяснила медвежонок Миша. И вот ты должна быть осторожным с горячими предметами. Если у тебя на руке ожог, то немедленно поставь руку на холодную воду. И ожог будет простужать. Шрея топала с ногами. Девочка была в шоке. Шрея еще забыла о еде. И дедушка услышала крик и приближала на кухню. Она смотрела и увидела, что случилось, и узнала, что происходит. Дедушка быстро пришла и обняла дочку Шрею и еще раз поставила на холодную воду. Ты всегда должна быть осторожным с горячими предметами. Если у тебя на руке ожог, то немедленно поставь руку на холодную воду на 10 минут. 10 минут, объяснила дедушка. А Шрея, 10 минут это так много, особенно когда тебе больно. А дедушка, нужно терпеть. Если ты нетерпеливая, то у тебя будет больно, объяснила дедушка. Шрея стояла непередвинута. Ожог следует остужать. И медвежонок Миша, всем понятно? И дедушка, понятно? А Шрея, а ты еще испечешь для моих друзей блинчики? Спрашивает. Эта книга научит детей быть осторожными с огнями. Хорошо, что я знаю первый правильной медицинской помощи. Первая вода, а потом остальные. Нужно быть осторожными с огнями.